Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня вторник, 26 ноября. Отличная погода, похолодало. Да. И сегодня мы отмечаем праздники. Да, первый праздник отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информации, имеющий генеральный консультативный статус в экономическом и социальном советах ООН. Также Всемирного информациологического парламента в этот день в 1992 году состоялся первый международный форум информации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во всех странах. Да, действительно, информация правит миром, интернет дал нам доступную обо всем информацию, можно даже обучаться, квалифицироваться и самосовершенствоваться через интернет. Но еще сегодня отмечают свой праздник сапожники, профессиональные, начиная от шкур, намотанных на ступни до лабутенов, дорогущих, кстати, Максим. Но на самом деле, несмотря на то, что сейчас обувь в основном производят на заводах, все равно, если подбить под каблук или что-то подшить, мы идем в эти маленькие домики и сдаем свою обувь туда. Это точно. Следующий праздник – День Георгиевского креста. Символ мужества и побед России, также героических поступков обыкновенных граждан. Да, одна из самых главных наград. Да, и является действительно одна из самых престижных наград. Также мы хотели бы напомнить вам номер WhatsApp 8 914 279 22 62, по которому вы можете поздравить, передать привет своим друзьям, родственникам, да или просто поделиться какой-нибудь полезной или очень веселой информацией с нами. Например, поделитесь, какая у вас сегодня на градусниках температура за окном. У меня было минус 43. Да. Друзья, ну еще сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, как подготовиться к поступлению в желаемый вуз финансово, об акселерационной системе B8 и, конечно же, о портале «Работа в России». Ну, как уже Женя сказала, похолодало. Давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 40, минус 42, днем минус 36, минус 37. Заречье минус 37, минус 45, днем минус 32, минус 40. Южные Улусы минус 28, минус 35, днем минус 27, минус 32. Вилюйские Улусы минус 42, днем минус 25, минус 34. Нижнеленские минус 40, минус 43, днем минус 33, минус 35. Западные Улусы минус 31, минус 38, днем минус 22, минус 28. Колымо-Индигирские Улусы минус 24, минус 47, какая разница, да? Днем также у них большая разница, минус 22, минус 45. Янские Улусы минус 44, минус 52. Днем минус 42, минус 50. Северо-западные Улусы минус 30, минус 37. Днем минус 25, минус 27. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 37 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 2,5 метров в секунду. Днем ожидается минус 32, минус 34 градуса. Друзья, ну еще хочется напомнить вам, что мы продолжаем принимать письма с фронта. Те письма, которые сохранились в ваших семейных архивах с 41-45 годов прошлого века. НВК «Саха» готовит специальный проект, посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Так что отправляйте копии ваших писем к нам на почту utro.nvk@mail.ru или приносите к нам в редакцию. Да, и уже несколько человек уже приносили, и мы уже ведем работу с ним. Максим, как ты заставляешь себя высыпаться? Как у тебя это получается? Ну, знаешь, я готовлюсь заранее, наверное, скорее всего, за 2 месяца. На самом деле, чтобы высыпаться, нужно соблюдать режим. Ложитесь в одно и то же время, вставайте в одно и то же время. И, кстати, мой личный лайфхак и секрет. Не кушайте плотно перед сном. От этого спится очень тяжело. Кстати, да. Ну и как-то ты мне раз говорила, что воду надо пить постоянно, но до 6 часов вечера. Да, кстати, все сейчас говорят о том, что водный баланс нужно соблюдать, но опять же, не увлекайтесь водой после 7 вечера, потому что, ну, физиология такая, что с утра вы можете опухнуть. Потребляйте всю воду до 7. Да.
Я, кстати, этим постоянно пользуюсь. Также я начал постоянно заниматься зарядкой. Представь себе, по утрам. Я хорошо на тебя влияю. Да. Друзья, на самом деле, чтобы проснуться с утра, нужно потянуться как кошка. Именно в кровати. Резко не вскакивайте, это стресс для организма. Потянитесь как кошка или как ребенок. Медленно вставайте, умывайтесь холодной водой. Обязательно делайте разминку. Помнишь, мы 2 недели назад показывали вместе с своим другом, с тренером, да. И если у вас позволяет время, сделайте легкую зарядку. Но я думаю, что сейчас у нас уже все наладилось. Да. Еще раз, скорее всего. Катерина, доброе утро. Доброе утро. Итак... Доброе утро, Женя, Максим. Доброе утро, дорогие телезрители. Да, мы действительно сейчас находимся в республиканской специальной школе-интернат, где вместе со всей республикой просыпаются ее учащиеся. И сегодня нас встречает главный человек школы-интернат. Это Татьяна Мартынова, директор школы. Татьяна, доброе утро. Доброе утро, Катерина. Ну, несколько слов об интернате. Нам известно, что в прошлом году школа отметила свой 80-летний юбилей. Да, это действительно так. Дело в том, что мы являемся самой первой школой в Якутии для детей с особенностями в развитии. И в нашей школе на сегодня дружно живут и учатся дети с нарушениями как слуха, так и зрения. Так. И, конечно, ну какое доброе утро без бодрой зарядки. Мы вас хотели проводить и показать наш новый спортзал. Ну, скажем так, он у нас 3 года назад был открыт. И наши дети очень любят спорт. И каждое утро у нас проводят зарядку наши старшеклассники. И добро пожаловать в наш спортзал. Дело в том, что у нас учит наш воспитатель, это Сергей Николаев, вы, наверное, его знаете. Это чемпион Европы среди Олимпийских игр, среди лиц с нарушением слуха. И наши дети тоже именитые борцы, они очень любят вольную борьбу. У нас дети очень любят голбол, это специальный футбол для лиц с нарушениями зрения. И добро пожаловать в наш просторный и светлый спортзал. Так. Ага, пожалуйста, пойдемте. Махначевский Женя, вот самый первый Махначевский Женя, он чемпион Европы, вот, ведет зарядку. Ага, в красной футболке. Да, в красной футболке, из Намского улуса. Дальше идут наши Ангелина, наши Мари, это вот наши тоже чемпионки, активисты. Да, очень бодро начинается утро с громкой музыки. И, наверное, я думаю, что это действительно залог хорошего настроения на сегодня. И для наших детей, и для нас. Татьяна, ну что ж, направляемся дальше. У нас на очереди медиатека. Да? Мы бы хотели показать нашу медиатеку. В частности, оборудование, которое предназначено для детей с нарушениями зрения, это видеоувеличитель со специальной лупой, который и пультом, который направляет, и дети с помощью этого оборудования изучают у нас книги по Брайлю. Брайль, как вы знаете, это специальная методика для лиц с нарушениями зрения. И вот мы сейчас, наш ученик Данил, он покажет вам, как работает этот видеоувеличитель. Вот мы сейчас проходим в нашу медиатеку. Алло, доброе утро. Доброе утро. Ага. Прямо с самого утра, да?
сидит, занимается у нас Данил. Данил, представься, пожалуйста, откуда ты и в каком классе учишься? Здравствуйте, меня зовут Сивцев Данил, я ученик 9 класса из Хангалавского улуса. Сейчас я вам расскажу про видеоувеличитель Topus XL, с помощью которого наши дети могут читать книги без особого напряжения на глаза. Вот. Все действия происходят с помощью пада, который можно двигать, и, конечно же, пульта. Пульт может работать на дистанционном управлении, и с помощью этого пульта мы можем увеличивать текст и менять цвета. Это на самом деле очень важно, так как брайлисты не могут читать черным по белому. Вот. Как производится это все действие? Ну, берем отрезок, увеличиваем до комфортного и выбираем цвет. Можно, если менять цвет не будем, то можно выделить вот так вот и прочитать: «Отца в военном походе против мавров, в результате которого была взята крепость». Вот таким вот образом дети могут прийти в библиотеку и начать читать. Как вы видите, здесь очень мелкий шрифт, это энциклопедия. Вот, с помощью этого дети приходят и читают. Все. Спасибо тебе большое, Данил, успехов тебе. Ага, ну мы здесь видим еще, Татьяна, книги, да? Книги Брайля. Учебники, как вы видите, они у нас очень объемные. И если в обычной школе это один учебник, то у нас, естественно, это 3, скажем, таких учебника по размеру, потому что очень объемный вот такой вот материал, да? Все у нас в таком виде. Программа у нас, соответственно, пролонгированная. Дети у нас обучаются 12 лет. И, соответственно, 1 год учебной программы делятся, скажем так, на 2. Да? Самые юные участники нашего образовательного процесса – это дети от 0. У нас скоро подойдут наши маленькие малыши, и будут они заниматься вот в гнездышке. Это наш учебный… Давайте пройдем туда, да? Это наш диагностический и консультационный пункт, в котором родители вместе с детьми с самого раннего возраста проходят реабилитационные мероприятия, обучаются методам взаимодействия с ребенком, потому что, действительно, у нас пока не хватает специалистов. И чем удобно вот это обучение, что родители потом сами работают с детьми по нашим методикам с раннего возраста, потому что чем раньше коррекция, соответственно, тем лучше результаты. И у нас есть виртуальный ясли-сад. Это для тех родителей, которые не могут приехать к нам в Якутск. Мы с ними занимаемся в режиме онлайн. Следовательно, родители из труднодоступных участков нашей республики могут получать эти знания в режиме реального времени. Для этого нужно регистрироваться, да, наверное? Да, у нас вся информация есть на нашем сайте. Вот, скоро у нас будет день открытых дверей, поэтому добро пожаловать. Мы, не знаю, вот здесь вот есть у нас еще для наших маленьких. Что? Это у нас для детей с нарушениями слуха. Можно пройти сюда, я вам покажу наше специальное оборудование для детей с нарушениями слуха. Это вот верботональная аппаратура. Вот вы видите, да, расположена в углу. Тут вибростол, то есть ребенок садится на этот вибростол и буквально всем телом ощущает все те звуки, которые он произносит, как при этом вибрирует его тело. То есть мы используем такие средства для наших детей, у которых нарушение слуха. Далее я бы хотела показать тифлопедагогические средства, которые мы используем в реабилитации детей с нарушениями зрения. Татьяна, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Да? Мы понимаем, что школа-интернат по своим масштабам действительно очень большая. Что мы еще не успели посмотреть? Я надеюсь, мы успеем подняться в кабинет тифлопедагогических средств. Я бы очень хотела показать это. Но если мы что-то не успеем, действительно, то… Мы действительно не успеем. Татьяна, вам слово. Вы хотели поблагодарить, да? Мы стараемся шагать в ногу со временем, поскольку действительно время неумолимо идет вперед, стремительно меняется весь мир, и наши дети тоже должны иметь доступ к современным средствам обучения. Поэтому во всех наших начинаниях, создании IT-лаборатории,
создании, вот у нас есть уникальная видеостудия, есть фотостудия. Конечно, нам очень помогает наше родное Министерство образования и науки. Это наш крепкий и надежный тыл. И действительно, я бы хотела очень поблагодарить нашего министра Владимира Анатольевича и нашего заместителя министра, куратора нашей школы Ирину Павловну Любимову. Татьяна, вам спасибо огромное вам за экскурсию. Женя, Максим, вам слово. Спасибо, спасибо. Спасибо Татьяне и Кате за эту интересную экскурсию. Действительно радует, что новые технологии служат на благо детей. И, кстати говоря, да, у них утро очень активное, я бы сказал. А мы продолжаем знакомить вас с молодыми учеными нашей республики. Наш следующий гость Василий Васильевич Мухин, старший преподаватель Института естественных наук. Он активно занимается изучением резины уплотнительного назначения в климатических условиях нашей республики и постоянно занимается над его морозостойкостью. Давайте посмотрим. Я решил. И потом, после того, как я поступил вот в гимназию, там наш классный руководитель Дакия Дмитриевна, можно сказать, укрепила мою тягу к естественным наукам. И я решил поступить на химическую специальность. И поступил я в город Красноярск, Сибирский федеральный университет, и учился на химика-технолога. По специальности химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов. Я узнал, что тут есть очень интересное направление подготовки по аспирантуре. Это технология и переработка полимеров и композитов. И после того, как я окончил в Красноярске по своей специальности, я решил поступить сюда. Аспирантуру я окончил в этом году. И тема моих исследований – это исследовать работоспособности резин уплотнительного назначения в климатических условиях Республики Саха-Якутия и поиск повышения способов морозостойкости именно этих резин, которые применяются в технике, в любых там машинах, которые работают в условиях севера. Это промышленные машины, и обычные машины, можно сказать. Для них мы разрабатываем различные составы, и мы боремся за морозостойкость и за маслостойкость. Что же представляет собой резина? Резина — это получается каучук и плюс различные ингредиенты. Например, это уже резина, которая уже была смешана с ингредиентами на основе эпихлоргидринового каучука. Это очень такой хороший перспективный материал, который показывает отличные свойства. Мы изучали, получается, стойкость этого каучука в условиях нашего климата, то есть положили в емкости и оставили в полигоне в течение 2 лет и периодически измеряли свойства. И по результатам наших исследований оказалось, что эпихлоргидриновый каучук оказывается способен сохранять свою морозостойкость даже после воздействия как раз-таки нефти, масел, да. Но такие обычно резины имеют высокую цену, бывают недоступны, трудны в производстве. И для того, чтобы повысить морозостойкость, мы добавляем другие каучуки, которые являются в принципе несовместимыми. То есть для того, чтобы их совместить, нужно проделать очень много работы, нужны расчеты, нужны исследования. И как раз-таки смешение каучуков является очень таким интересным методом, экономически целесообразным. И по результатам тоже наших исследований мы получили несколько образцов, которые обладают морозостойкостью до -50. Я хотел бы продолжить работу по своей теме и защитить диссертацию. Я над ней работаю. Если все сложится, может, в следующем году хотелось бы защититься. Замечательный ученый муж, молодой, да, нашей республики. Итак, у нас есть дети, которые очень быстро растут. Быстрее, чем нам кажется. И совсем скоро они уже, скорее всего, уплывут, упорхают учиться куда-нибудь. И у нас сегодня гость на тему «Как подготовить ребенка в желаемый вуз». В гостях Любовь Амосова, специалист по рекламе кредитного потребительского кооператива «Аргыскредит». Доброе утро, Люба. Вы у нас Любовь, постоянный гость. Как же подготовиться финансово к такому уже дорогому обучению? Как может позволить себе и своему ребенку более крутое образование?
Давайте начнем с того, что вообще в первую очередь, да, нужно поговорить с самим ребенком обязательно и узнать, в какое учебное заведение он хочет поступить. То есть, будь это учебное заведение города Якутска, либо центральных городов, да, либо за рубежом, мы заходим на сайт этого учебного заведения просто и смотрим проходные баллы, да, сколько баллов нам нужно, чтобы поступить. Наше чадо поступило? Да, чтобы поступить в бюджетное образование. Реально ли это? Давайте. Да. А вот все льготные, целевые, бюджетные места смотрим, сколько полагалось, и смотрим, какой конкурс был на одно место. Об этом обычно информация вся висит на сайте, да, вот за 2019 год. То есть смотрим обычно в вузы центральных городов на одно место бывает свыше 100 и так далее заявок. Но это в среднем. Смотрим, потом также смотрим, конечно же, стоимость обучения за год, сколько стоит, и как бы реально прикидываем цену. За 4 года, за 5 лет, за 3 года, да. Впору ли нам эти штаны? Да, сколько нам действительно вот обойдется стоимость обучения. Потом, если наш ребенок вот действительно хорошо учится, как бы пробные экзамены хорошо сдает, да, на высокие баллы, ходит к репетитору и так далее, то, конечно, есть, ну, если есть шанс да, поступить на бюджетный, то это, конечно, хорошо. Как бы внимание на это уделяем очень сильно еще на подготовку. А если как бы мы думаем то, что лучше нам подготовиться на платное обучение, да, подстраховаться, то, конечно же, единственный способ это начать копить, чтобы прям во время поступления в вуз перед сентябрем прям не искать, не бегать кредиты. То есть не испытывать дополнительный стресс от отсутствия необходимых денег. Вот. И сегодня мы рассмотрим два варианта. Да? То есть если ребенок сейчас учится в 11 классе и в 9 классе. Если сейчас в 11 классе учится, то у нас есть 9 месяцев до начала учебы, до сентября, скажем, правильно? И вот я рассмотрела вот такой вариант. Если у семьи сейчас есть как бы, ну, такая сумма в среднем, да, 150 тысяч я взяла. Накопление. Да, накопление уже есть, то мы можем в течение 9 месяцев откладывать по 20 тысяч рублей в месяц. Итого у нас к поступлению получится 339. Это, возможно, пойдет на первый год обучения, на такие, траты, да, необходимые. Также, если у нас нету такой суммы, то мы можем начать вот с 30 тысяч рублей и откладывать тоже по 20. То есть положить на депозит 30 тысяч, вы имеете в виду? Да, 30 тысяч и откладывать тоже так же по 20 тысяч рублей. Это накопительная система, получается? Да, это накопительная система. То есть мы открываем сбережения, как пример я рассматриваю, конечно, Аргос-кредит, и у нас тут 11,5% годовых. Вот я именно здесь рассчитала. У нас получается 11,5. Тут у меня получается 250 тысяч рублей. Через 9 месяцев? Да, через 9 месяцев. Также я хочу сказать, что, конечно, нужно начать готовиться заранее. То есть, если сейчас ребенок учится в 9 классе, то это будет существенно легче к этому готовиться. Да, семьи, конечно. Да. У нас если первоклашка, еще лучше. Еще лучше. Прям по несколько, по 1000, по 2000 в месяц, так скажем, да. Если ребенок учится в 9 классе, у нас, конечно, спокойные 2 года есть. И с такой же суммой 150 тысяч мы можем откладывать всего лишь по 5 тысяч рублей. То есть мы кладем 150 тысяч на депозит под 11,5% и добавляем туда каждый месяц по 5 тысяч с бюджета. Это вообще на самом деле легко. Да. 5 тысяч это, конечно, прям такая сумма каждый месяц у нас уходит очень незаметно. Мы можем спокойно это откладывать, как только получили зарплату и так далее, да, что, как бы сразу отправить. У нас получается вот тоже такая сумма, примерно 316 тысяч. К моменту поступления. Да. И вообще можно в течение 2 лет откладывать только по 10 тысяч рублей. У нас будет 270 тысяч рублей. Это, я напомню, тут 9 месяцев это 11,5% годовых. Тут я посчитала за 2 года, тут 11,7%. То есть повыше процент, да, потому что срок подольше. Да. Это очень мотивирует на самом деле. Да? А вот эти вот 5 тысяч, на самом деле, можно сказать так,
так, любимый мой сын. Да. Или ты учишься хорошо и поступаешь на бесплатное, или вот это твоя пицца и походы в кино. Все честно. Да, да. Вообще, на самом деле, Максим, насколько у тебя хорошо с финансовой грамотностью? Как ты думаешь? Но финансовая грамотность – это действительно очень важная вещь, над которой надо действительно задуматься и работать над ней. Ну, Любовь, вы как думаете, финансовая грамотность – это удел финансистов, скажем так, специалистов узкого профиля? Вообще финансовая грамотность очень плотно вступает, да, сейчас вот в современную нашу жизнь, и каждый современный человек обязательно должен быть финансово грамотным. Об этом мы постоянно говорим, ну, помимо нашей основной работы, да, постоянно проводим семинары, лекции и так далее. И, ну, если лично саму себя, да, рассмотреть, да, то как бы это, во-первых, план. То есть это планирование, да, планирование своей жизни, своих финансов. То есть если я точно знаю, какой доход у моей семьи будет, ну, в этом месяце, да, то я должна рассчитывать обязательные расходы у нас какие и так далее, сколько у нас остается, сколько мы можем откладывать и так далее. То есть это очень просто, если читать необходимую литературу, учиться, повышать свою финансовую грамотность. А вот, Любовь, скажите, вы финансово грамотный человек? Я думаю, да, конечно, да, потому что... И как долго вы к этому приходили? Ну, честно, я вот начала вот реально копить это 2 года назад. То есть вот все мои путешествия и так далее, все мои такие, ну, чуть более такие, да, крупные видимо, покупки, да, я обязательно планирую. То есть это очень просто, если человек заранее хочет, то есть заранее знает, куда он хочет полететь, что он хочет купить и так далее, да, то это очень просто, То есть, рассчитываем. да, чтобы быть финансово грамотным, надо поставить себе цель. Да. Мне кажется, это еще и вопрос самодисциплины. Это не зайти и не совершить спонтанную покупку. Женщинам, наверное, сложно, как думаете? Ну да, конечно. Ну, как бы я с детства именно вот такой человек, да, то, что импульсивных покупок у меня почти что не бывает, да. Редкость. Конечно, да. Исключение для женщин. Конечно, может быть такое, то, что понравилась вещь, но на это можно взять 2 дня как бы на обдумывание. Хочется потом... Да. Милые дамы, повнимательнее, послушайте. Ладно, Максим, с мужской точки зрения. 1-2 дня буквально взять и вот реально подумать, жизненно ли важна, необходима мне эта вещь. Да. Если ответ да, то, конечно же, ну, берем. Как бы себя не ограничиваем. А если вот как бы, ну как бы и без этого я могу жить спокойно, да, если так думаем, то, конечно, лучше пока То есть, если азарт прошел, то не особо-то и хотелось. Люба, большое спасибо. Вы каждый раз нас мотивируете относиться с умом к деньгам и действительно планировать свою жизнь. И на самом деле позволять себе больше. Если мы накопим эту сумму, то мы действительно сможем ребенка отправить в престижный вуз. Да, Максим? Да, действительно, это так. И тем более нашим детям, да, вот моему сыну, Ну, моему совсем маленечко, так что я могу вообще легко накопить на университет. Да, он первоклашка, я буду, наверное, по 1000 рублей откладывать, и у меня это обязательно сбудется. Ну так вот, друзья, да, Любовь к нам будет, наверное, еще приходить, следите за ее расчетами и учитесь финансовой грамотности. Ну, а мы? У нас перерыв, не переключайтесь, скоро встретимся. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. Надеюсь, вы уже проснулись, уже, наверное, завтракаете и готовитесь идти на работу либо в школу. Хороший день, вторник, 26 ноября, и вы смотрите программу «Новый день». Да. И давайте узнаем, какие же новости подготовили наши коллеги из информационной службы новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. 5 миллиардов рублей на строительство испытательных полигонов горно-промышленного и нефтегазового оборудования для Арктики выделит Минпромторг России. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, объекты будут возведены в Мурманской области, затем в Якутии и в Ненецком округе. Предполагается, что испытательный полигон оборудования для Арктики будет создан в 2023 году. При этом финансирование проекта может начаться в 2021. Арктическая зона полигонов предназначена для испытания опытных образцов оборудования, материалов, а также продуктов питания и технологических разработок.
Новый многоцелевой вертолет Ми-8 МТВ-1 получила авиакомпания «Алроса». Сейчас воздушное судно проходит сертификацию летной годности. Вертолет Ми-8 МТВ-1 имеет улучшенные летно-технические характеристики. Он отличается от вертолета Ми-8Т более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом изменений в конструкции фюзеляжа. На борту воздушного судна дополнительно установлено оборудование, позволяющее перевозить больных на специальных модулях. До конца года авиакомпания планирует получить еще один такой вертолет. Новые воздушные суда будут осуществлять пассажирские и грузовые перевозки. Добавлю, что авиакомпания «Алроса» заключила договор на поставку новых воздушных судов Казанским вертолетным заводом в 2018 году. Утилизационный сбор на автомобили повысится в России со следующего года. Новые ставки утвердило правительство страны. Их размер зависит от типа транспортного средства и объема двигателя. Больше всего ставки вырастут для легковых автомобилей в среднем более чем на 111%. Автолидеры в связи с индексацией утильсбора прогнозируют рост цен на автомобили в будущем году. Например, авто среднего класса стоимостью около 1 000 000 рублей подорожает на 20-40 тысяч рублей уже в январе. Как реабилитировать понятие патриотизма в СМИ и вернуть искренность патриотической риторики? Этими вопросами задались этнические и региональные средства массовой информации на пленарном заседании 3-го медиафорума в Москве. Событие объединило участников из 57 регионов России, в том числе журналистов из более чем 150 федеральных и региональных информационных агентств, печатных изданий, радиостанций и телевизионных компаний. Впервые медиафорум открыл свои двери и для блогеров. В этом году тема патриотизма проходит красной линией. Впереди 75-летие Великой Победы, позади многочисленные попытки фальсификации истории. Как отмечают организаторы, патриот – это не образ вчерашнего дня, это наша история. И правду нужно отстаивать в медиапространстве, пока этого не сделали другие. Обсуждается, как средства массовой информации должны доносить ее до читателей, как власть должна на это реагировать и как интернет-сообщество, НКО и другие представители должны ее отражать в своих акциях, в своих мероприятиях, а мы, СМИ, в своих изданиях. Мы должны быть проводником, именно власти и наших читателей и доносить информацию правдивую, искреннюю, достоверную, чтобы не было ложных понятий патриотизма, чтобы это не звучало формально. Помимо пленарного заседания на медиафоруме проходят и дискуссионные площадки. Они разделены на 3 тематические секции. Отдельное направление посвящено детским изданиям, а также печати на национальном языке. Идти навстречу не просто раздавая, так сказать, там... Начал свою работу семинар Центра социально-психологической помощи при Министерстве по делам молодежи. Специалисты считают, что настоящая психологическая работа над населением республики не отвечает современным тенденциям и требованиям. В связи с этим остро встала необходимость переориентации работы психологов на создание модели современного человека. Семинар завершится 29 ноября. По его итогам станет известна новая концепция работы Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Мы понимаем, что существуют определенные вызовы общества, существуют определенные традиции. И поэтому основная задача психологов сегодня наших центров стоит, это прежде всего создание здоровой психологической модели поведения наших граждан на территории республики. Именно в выработке этой модели, в то, каким образом в поведенческих позициях, это и задача сегодняшнего семинара, чтобы поговорить с психологами республики на эту тему. Оставайтесь с нами. Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Новый день». Сегодня вторник, 26 ноября. Да. И тема следующего разговора у нас портал «Работа в России». У нас в гостях Сергей Егоров, руководитель молодежной биржи труда «Импульс». Доброе утро. Сереж, доброе утро. Да, доброе утро. Итак, расскажите вид деятельности работы портала «Импульс». Сегодня я представляю молодежную биржу труда. Как вы знаете, мы в городе Якутске занимаемся трудоустройством молодежи в возрасте до 30 лет. И в целом оказываем содействие по профориентации, по закреплению на рабочем месте и в целом оказываем все, что нужно молодому человеку для того, чтобы найти себе работу. Действительно, наверное, выпускникам без опыта работы
вспомни себя даже, себя я вспомню. Было трудновато найти хорошее место. Да, согласен. Конечно, во многом это зависит от самого молодого человека, потому что ведь нужно согласиться поначалу и на низкий оклад, возможно, на какие-то большие объемы работы, но постепенно преодолев эти проблемы, можно достичь определенных высот, сделать карьеру. Я не считаю, что к слову карьера нужно относиться в каком-то отрицательном контексте. Я считаю, что карьера — это хорошо, когда человек вот работает по своей профессии, цель, которую он правильно получил, правильно выбрал в свое время, да, в детстве, и в дальнейшем по ней продвигается. И для этого у нас сейчас оказывается очень большой спектр форм содействия, и про одну из них я пришел сегодня рассказать. У нас уже несколько лет в стране действует федеральный портал «Работа в России». Вот. Он находится в интернете на сайте trudvsem.ru, и каждый желающий может, зайдя на него, найти себе или работу, если он является соискателем работы, или сотрудника, если он является организацией, которая ищет. То есть этот интерактивный портал открывает все больше возможностей для сотрудничества с органами службы занятости. И не выходя из дома, можно, собственно, получить все то, что вы обычно получаете, идя на биржу труда. Через компьютер, либо через телефон, как можно? Можно скачать, например, очень удобное мобильное приложение у меня в телефоне есть, да, вот посмотрите. Подержи немножко, сейчас Работа в возьмет России, у нас так. оператор. То есть это приложение, обычное Это или приложение. мобильное приложение, или вы можете зайти на сайт. Вот, например, я принес такую штуку, да? Можете Да, кстати, сейчас, да. кто нас смотрит, прямо навести свой телефон и просканировать QR-код. Да, вот на этот QR-код, да, получается? Как вы видите, здесь мы написали все его плюсы, то, что он абсолютно бесплатен, как любая государственная услуга, да, там нет никаких назойливых вылезающих реклам, спама и так далее. И все вакансии абсолютно проверены, мы сами их модерируем и отсекаем то, что вот на самом деле, когда подают вакансию, допустим. Что сейчас вот с этим QR-кодом сделать может телезритель? Ну, у кого есть iPhone, можно просто камеру навести, да, там на андроидах, по-моему. У кого есть специальная программа? Да, ну, QR-код молодежь знает, как считывать, да, а вот старшее поколение может сфоткать и своим детям, внукам отправить. Ребята, заходите на этот сайт, если вы ищете работу. Коллеги, заходите, если вы ищете себе сотрудников. Да, работа в России, получается, охватывает соискателей всех возрастов? Да, конечно. Более того, она охватывает всю Россию. Если Да. вы хотите найти работу в других регионах Дальневосточного федерального округа или где-то в другом городе, например, в Республике Саха-Якутия. Да. Например, у нас в Якутии очень много вакансий в промышленности, в южных районах. Да. Ну, очень много там действительно открывается возможностей. Я советую каждому, кто даже, может быть, не заинтересован сейчас менять работу, но, по крайней мере, хочет узнать больше о рынке труда, какие есть возможности, хотя бы для сведения скачать, установить и посмотреть, что... Ну, кто, как не ты, знает много про рынок труда. Какие профессии сейчас востребованы у нас? В Якутии, в Якутске, возможно, даже. Конечно, если мы говорим о городе Якутске, то здесь у нас на сегодняшний день больше востребован рынок сервиса, услуг, торговли и так далее. Да? Также те или иные государственные организации у нас предоставляют услуги. В целом по Якутии у нас большой дефицит в рабочих профессиях. Поэтому сейчас у нас среднее профессиональное образование так сильно развивается, да, и, например, идет развитие по направлению WorldSkills, молодые профессионалы. Ну, буквально вчера были представители Да, чемпионата. то есть есть необходимость в том, чтобы у нас были грамотные, квалифицированные кадры, которые могли бы действительно реализовывать ту самую экономику, которая у нас сейчас строится в стране. С той же самой целью у нас идет большое развитие IT-рынка. Ну да. И здесь специалисты, они очень штучный товар, который востребован не в большом количестве, а именно те... За которыми охотятся работодатели. Именно такие будущие Илоны Маски, которые с надеждой смотрят на них, да? Да, буквально вот недавно мы разговаривали на эту тему, что один человек, который квалифицирован, он может создать больше, так сказать, ВВП, чем 100 менее квалифицированных. И поэтому мы занимаемся тем самым хедхантингом, который нацелен на выявление самых лучших.
Хорошо. Да, если вы знаете рынок, получается, ну, скажем, соискателей, да, какой-то совет, ну, скажем, молодым специалистам или даже, наверное, студентам, как на выходе из университета или со среднего специального образования, да, быть действительно выше на уровень, больше конкурентоспособным? Ну и быть готовым, да, чтобы и легче найти работу. Я бы дал 3 совета по возрастам. Первый совет даже не студентам, а школьникам. Пожалуйста, подумайте о том, какую профессию нужно выбирать. Серьезно, не слушай родителей, да? Не слушайте родителей, сами подумайте о том, что вам ближе. И посмотрите, что после того, как вы закончите институт, вам придется работать по этой профессии. Всю жизнь, об этом в идеале. думайте об этом, потому что очень многие люди говорят, я не туда поступил. Свободная касса потом, да, начинается? Потом начинается именно это. Для студентов самое главное, ребята, работайте во время учебы. Работайте как можно больше. Ходите на учебную и производственную практику, подрабатывайте после учебы. Только это вам поможет потом. По направлению, действительно, а не официантам. Именно. И третье, молодым специалистам, не гнушайтесь низкой зарплатой, максимально развивайтесь, будьте мобильнее и будьте открытие как можно. Используйте все новые возможности, которые для вас предоставляют те, кто хотят вам помочь. Не замыкайтесь в себе и будьте open your mind. Вот, отличные дельные советы. Получается, сколько людей, да, уже трудоустроились? Да. Ну, вообще, у нас юбилей 3,5 года, да? Вообще, в целом, я, когда сюда шел, посмотрел, мы открылись в 2016 году, 9 тысяч человек только по городу Якутскому. Да, мы помогли найти работу. Ну что ж, это отличные результаты, Сергей. Рада, что вы пришли, поделились, рассказали нам что-то новое. И я надеюсь, что вы также будете продолжать хорошо работать с соискателями. Да, действительно, это очень полезно. Итак, дорогие телезрители, вы только что посмотрели и поговорили с Егором, с Сергеем Егоровым. И знаете, заходите на портал «Работа России», а мы на рекламу. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. С вами передача «Новый день». Да, отличное настроение у нас сегодня, были хорошие полезные гости. Да. Ну, а я хочу напомнить вам, друзья, что если вы планируете какие-то сувениры или подарки к Новому году, обратите внимание, пожалуйста, вот на такие замечательные харысхалы. С пожеланием здоровья, с пожеланием богатства. Они на магнитах, можно повесить на холодильник, а можно, так как они очень плоские, положить себе в кошелек. Но самое главное, покупая этот харысхал... Кроме того, да, действительно, он, кстати, стоит всего лишь 500 рублей. Вместе с этим вы участвуете в лотерее, где можно выиграть замечательные призы. Например, Hyundai Solaris. Да, вообще. Потратил 500 рублей. Куча таких очень классных призов, как iPhone. Ружье МР-155, да, дорогие сельчане, обратите внимание, да, МР автомат абсолютно за 500 рублей. Ну так что вот, для тех из вас, кто действительно азартен, есть смысл купить харысхал и поучаствовать в замечательном по адресу розыгрыше. Орджоникидзе 48 на НВК Саха. Подходите, большие очереди, поэтому я вам желаю удачи, поскорее приобретайте. Да, и хочется напомнить, мне подсказывают режиссеры, что мы сейчас собираем письма с фронтов. Это те письма, которые писали ваши деды, прадеды, ваши, может быть, какие-то дальние родственники в 41-45-х годах с Великой Отечественной войны. Дело в том, что компания НВК «Саха» готовит специальный проект, посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому отправляйте копии ваших писем к нам на электронную почту. Это утро НВК@mail.ru. Либо приносите буквально пешком к нам в редакцию на Орджоникидзе 48, второй этаж, кабинет 201. Весной вы увидите, что мы подготовили. Ну, действительно, это очень душещипательные, наверное, истории. Скорее всего, не поленитесь и отправьте нам ваши письма. Поделитесь вашими историями. А так, сейчас мы хотели бы перейти на погоду. Давайте опять узнаем, что нас ждет на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 40, минус 42, днем минус 36, минус 37, Заречье минус 37, минус 45, днем минус 32, минус 40, южные улусы минус 28, минус 35, днем минус 27, минус 32, Вилюйские улусы минус 42 утром, днем минус 25, минус 34. Нижнеленские улусы минус 40, минус 43, днем минус 33, минус 35.
Западные улусы минус 31, минус 38, днем минус 22, минус 28. Колымо-Индигирские улусы минус 24, минус 47, днем минус 22, минус 45. Янские улусы минус 44, минус 52. Днем минус 42, минус 50, на чуть-чуть. Северо-западные улусы минус 30, минус 37, днем минус 25, минус 27. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 37 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер южный 2,5 метров в секунду, днем ожидается минус 32, минус 34 градуса. Вот так похолодало, но и, надеюсь, тепло ваших сердец греет вас, а еще греет любовь. И вы знаете, у нас сейчас пришло сообщение на WhatsApp, очень хочу зачитать, оно полно любви и заботы. Дорогую племянницу Зою поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, в учебе, счастливого детства, расти умной, красивой, на радость маме и папе. И нам, твои родственники Яковлевы, Рассолода, Мегина, Кангаласский улус. Вот так вот племянницу поздравляют и любят ее. Женя, у меня к тебе вопрос такой. Что тебя порадовало за последнее время? Ну, сейчас буквально вот это сообщение, как-то тепло на душе стало. А если, например, завтра, да, завтрак, если, например, вспомнить вчерашний день, вчера я играла с сыном и вдруг увидела, что у него появились новые навыки. Знаешь, на самом деле, чужому человеку расскажешь, будет смешно, а маме приятно. Ну да. И, дорогие телезрители, давайте посмотрим, как ответили на этот вопрос наши граждане, с чем они поделились. Вот ждем второго мальчика, вот самое главное вот это. И главное, что вот были вот, здоровыми. То, что я закончил 9 класс. Закончил? Ага. И сейчас ты на 10-м? Да, на 10-м. Вот накануне Нового года даже должны сделать какие-нибудь вот показы или номера какие-нибудь должны быть. И вот... Вас позвали в качестве модели? Да. Ну, конечно, я в колледже учусь, и вот как бы... Это совмещено с вашей учебой? Да, совмещено с моей учебой. Порадовало, когда мы собрались всей семьей, все близкие, родные в этом году. Поужинали? Поужинали, да. Посидели, хорошо отдохнули. Сын стоял секунд 10 сам. Все. Примерно так. Это как первый ребенок или второй? Или какой? Второй сын. Маленький еще совсем, даже года нет. Подружка с Москвы приехала в гости. Очень рада была. Как долго не виделись? Ну, года 2, наверное, не виделись. Вот она прилетела в Якутск, она сама из Якутска, поэтому очень приятное событие. Дочка в садик пошла. Здорово. Наконец-то, да? Да, наконец-то. С сентября или с какого? Да, с сентября. Это ваше самое радостное событие за последнее время? Нет. Ну, еще то, что в отпуск уезжаем. Ну, вот такие очень веселые. Я бы тоже радовалась, если бы сдала ребенка в садик. Да. Опять же, хотим напомнить номер WhatsApp 8914 279 22 62. По этому номеру вы можете, вот, уподобясь нашим горожанам, отправить, что вас порадовало, например, за последнее время. Или задать какой-нибудь хороший вопрос. Да. Сейчас... Кстати говоря, к нам пришел СМС. Как мы можем получить эти харысхалы в улусах? В улусах вы можете узнать у региональных представителей, да? Да, в наших филиалах НВК, там продаются эти харысхалы. И еще я бы не хотел бы пройти мимо одного поздравления. Новый день, здравствуйте. Я хотел бы поздравить свою мать с прошедшим Днем Матери, но тут ни имени, ни отправителя. Мамочки, возможно, это сообщение для вас. Да, именно для вас. Друзья, действительно, подписывайтесь, когда отправляете свои сообщения, чтобы было понятно, кому летят приветы. Да. Но мы будем, наверное, продолжать наш эфир. Итак, в следующем году выйдет в свет работа о жизни и деятельности известного фотографа Якутии Викторе Яковлеве. Виктор Прокопьевич прославил Якутию через свои фотографии всему миру. Наша съемочная группа побывала в гостях у вдовы популярного фотожурналиста и узнала, чем он жил и как работал. Он открыл Якутию миру. Это об известном фотокорреспонденте республики Викторе Яковлеве. Его фотографиями иллюстрированы многие книги, фотоальбомы, посвященные развитию республики. Он очень любил фотографировать Арктику, вспоминает вдова Виктора Прокопьевича Изабелла Николаевна. Я поехал в Арктику
Ну, в общем, Арктикой еще он занимался. Арктикой там, Тикси очень часто он ездил. Северные районы, это вообще, по-моему, все районы объездил. И это, тогда командировки-то были длительные очень, по 10 дней. Вот за эти 10 дней он объезжал вот в группы вот этих северных районов. Все его знали, все его обеспечивали работой. Все, в общем, оттуда, я помню, довольный приезжал всегда. И всех руководителей он знал. Виктор Прокопьевич очень мечтал сделать фотоальбом про жизнь и деятельность 3 президентов Якутии. После вот своей фотолетописи у него мечта была этот альбом выпускать среди, то есть о президентах и о мэре. И это не сбылось. Потом он накопил очень много. Отдельно я потом, когда сдавала, обнаружила, очень отдельно разделила, оказывается, это, значит, Николаев, Штыров, Борисов, и очень мало фотографий я обнаружила по Айсену Сергеевичу. Вот. Потом я вспомнила, что он говорил, у Айсена Сергеевича мало фотографий, но я наберу, наверное, вот так он говорил. Также Виктор Яковлев много фотографировал ветеранов Великой Отечественной войны, много своих работ посвятил победе. Но семейных фотографий у него мало, признается Изабелла Николаевна. Семейные фотографии нет, не делал он, потому что никто не хотел, все какие-то вот все, что вот тут есть. Никто не хотел фотографировать, потому что говорят, он нас мучает. Ну, это им не нравилось, видимо, вот так, вот, где вот, как там сказать, это не так, это не то, вот, им не нравилось, поэтому никто не хотел даже, редко, очень, мало фотографий. Виктор Прокопьевич первым из якутских фотожурналистов освоил цветную художественную фотографию. Он издал бренд Якутии, да, вообще по всему миру. Вот самое главное, вот это его заслуга, да, что по всему миру узнали вот именно. Если раньше, вот, допустим, про север, ну, говорили, ну, север, да, Сибирь. Ну, люди узнали, вот, есть, оказывается, Якутия, народ Саха, люди живут, развиваются, да. Вот он именно создал такой исторический бренд родной Якутии, родного народа, да. Был он настоящим патриотом, вот. Фотовыставки и экспозиции о Якутии Виктора Прокопьевича проводились не только в стране, но и за рубежом. Тем самым он прорубил окно в мир. Работа о жизни и деятельности патриарха якутской фотожурналистики выйдет в следующем году. Наталья Колесова, Андрей Секретов. Новый день. Вспоминая нашего гостя Сергея Егорова, у меня, Женю, к тебе вопрос. Какая была твоя первая работа? Первая и, на самом деле, и сейчас продолжающаяся моя вторая работа, наверное, это я специалист по рекламе. И я абсолютно согласна с Сергеем, как выбирать профессию правильно. На самом деле, родители, обратите внимание, когда мы с одноклассниками были в 8-7 классе, каждый из родителей приходил на классный час по субботам и рассказывал про свою профессию. Водители, врачи, специалисты, у нас была даже балерина, и дети примеривали на себя. Хочу, не хочу, да, получается, заниматься этой профессией. А но, что тебе вот журналистика больше всего А у понравилась? нас не было журналистов, родителей. Я просто слушала других родителей и понимала, что это не мое. А потом стала читать, стала общаться с друзьями моих родителей и узнала, что журналистика и реклама действительно меня интересует. Да, ну и также мы хотели бы вам предоставить несколько вариантов по работе. Давайте посмотрим, какие специальности требуются сейчас на данный момент. Требуется водитель автомобиля, водитель категории Б и С. РСРЦН, стаж вождения более 5 лет, категория БЦ, без вредных привычек, естественно. Наличие медкнижки и сертификата о прививках обязательно. Зарплата 29 тысяч рублей. Врач-акушер, гинеколог, акушерское дело ООО «Медлайн К», наличие медицинской книжки, высший дипломированный специалист. Должен быть ответственным, зарплата 35 тысяч рублей. Также требуется гардеробщик, МОБы средняя общеобразовательная школа 29, без вредных привычек, ответственность, без вредных привычек 3 раза написали, вы это поняли, надеюсь. И без судимости 24 тысячи рублей.
Ну что ж, друзья, варианты по работе есть всегда. Хочется сейчас попрощаться с вами, Да. пожелать отличного дня. Отличного дня хотелось бы вам пожелать. Всего доброго.